Добрый день, уважаемые абитуриенты. Приветствуем вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. Естественно-географический факультет сегодня предлагает вам консультацию по вступительным испытаниям уровня магистратуры, направление экологии и природопользования. Разрешите представиться, меня зовут Гельманова Галия Рафаиловна, кандидат биологических наук, доцент, исполняю обязанности заведующего кафедрой экологии, географии и природопользования, по которой реализуется данное направление магистратуры. О вступительных испытаниях разрешите по презентации провести. И то, что мы обсуждаем, это программа вступительных испытаний, которая размещена на сайте приемной комиссии университета. Вы заходите, как уже были, по клавише магистратура в раздел магистратуры, пролистываете вниз. В документах находите ближе к концу программу вступительных испытаний «Экологические технологии в природопользовании». Это направленность или профиль данной магистерской программы в 2021 году приема. Программа вступительного испытания доступна вам также на сайте, можете ее просмотреть, либо в документах можно ее скачать. На что бы хотелось обратить внимание. Вступительные испытания по программе магистратуры включают в себя два раздела. Это тестирование, вам будет предложено 25 заданий, и второе написание реферата. Каждый из них оценивается по 100-бальной шкале, соответственно, сумма баллов у вас будет ориентирована на максимум 200 баллов, среди которых и будет потом уже выстраиваться конкурсная ситуация. Для поступающих с ограниченными возможностями продолжительность тестирования будет увеличена. По рефератам я чуть попозже скажу тоже. Будет проводиться вступительное испытание дистанционно, поэтому просим обратить внимание на формат проведения и вашу честность в отношении собственной работы в формате вступительных испытаний. По каким тематикам, по каким разделам будут составлены тесты, это прописано в программе, вы ее можете пролистать, посмотреть. Вот здесь пример первого раздела дан, то есть там указаны крупные разделы и их содержание. Все вопросы по тестированию составлены в рамках этого содержания, за его пределы не выходят. Сам тест включает в себя вопросы закрытые, то есть вам нужно выбрать один ответ из предложенных. Вам будет в рамках отведенного времени предлагаться 25 вопросов, но сам банк вопросов гораздо больше, поэтому выборка у каждого будет персональная. И еще раз, 25 вопросов на вступительное испытание формата теста. Вторым вступительным испытанием является написание реферата. Тематика также представлена в программе на сайте приемной комиссии. И там перечислено 31 тема. Вам нужно выбрать одну из данных тем и в соответствии с условиями. Критерии оценки также представлены в программе, мы их сейчас посмотрим. Нужно самостоятельно составить реферат и прикрепить его в качестве ответа на задание. Прошу обратить внимание, дома более подробно сами посмотрите. Я надеюсь, что вы уже посмотрели, но у вас еще несколько дней есть на выполнение этого. На что нужно обратить внимание при оформлении титульного листа. Не забыть оказать данные о собственной персоне, фамилия, имя, отчество, направление программы экологии и природопользования, куда вы поступаете, указать тему реферата, одну из этих 31. Обязательно привести план изложения, то есть план вашей работы, не забыть выводы сформулировать и указать список литературы, на который вы опирались при написании реферата. Есть также и обязательные требования к печатным работам, когда ссылка на литературу, на каждый источник указана по тексту. Это очень хороший показатель умения вас работать с текстом. Поэтому просим обратить внимание на оформление иллюстративного материала, схем, таблиц, которые также по тексту должны иметь соответствующие ссылки на них. Также при анализе оценки будет обращаться внимание на соответствие содержания теме, на логичность изложения материалов и на ваше собственное видение той проблемы, которую вы освещаете. Естественно, один из критериев – это оформление.
Рекомендуется выдерживать указанный объем 15-20 страниц. Естественно, в этот объем входит и титульный лист, и список литературы. Поэтому, если вы выполняете в указанных рамках, то это повышает ваш балл при оценивании. Размер шрифта 14 указан и гарнитура шрифта Times New Roman, стандартные для выполнения печатных работ. Межстрочный интервал полуторный, что тоже, я думаю, вам всем эти требования уже знакомы. На уровень магистратуры поступают с первым уровнем высшего образования. Вы все уже выпускные квалификационные работы писали, для которых это стандартные требования по оформлению. Также не забудьте про нумерацию страниц, пожалуйста, и про иллюстрации по тексту, которые тоже должны включаться в общую нумерацию страниц, на них отдельные листы не отводятся. Критерии оценивания реферата также представлены в программе. Можете посмотреть. По первому баллу актуальность проблемы, тема, новизна реферированного текста легко оценивается в том числе и проверки на использованный список литературы. То есть достаточно легко просмотреть на источники, какого года вы ссылаетесь, чтобы понять, насколько вы актуально прорабатываете выбранную тему. Степень раскрытия проблемы оценивается через соответствие плана теме реферата и через раскрытие этого плана в самом содержании. Обоснованность выбора источников – это полнота использования по проблеме, хотя бы даже из тех, которые перечислены. Рекомендованная литература приведена в самой программе, но также привлечение новых работ приветствуется из перечня, лежащего за рамками рекомендованного списка литературы. По оформлению, еще раз, требования достаточно стандартные. Мы все работаем уже с письменными источниками не первый год, поэтому и вы, еще раз скажу, вы уже выпускники первого уровня образования, бакалавриата либо специалитета, поэтому у вас вот эта вот авторская грамотность к печатным текстам, она уже должна быть сформирована. Итого, по вот этим, если по каждому разделу вы набираете максимальный балл, суммарный балл у вас максимальный – это 100. Еще раз оговорим, что в данном случае не очень важно для вас, хорошо, отлично или удовлетворительно попадаете вы в диапазон. Ваша задача набрать максимальный балл с тем, чтобы оказаться выше ваших потенциальных конкурентов при зачислении на бюджетные места. В части организационных процедур на тест отводится 3 календарных дня. Открывается тест с 10 утра 7 августа. И доступ у него будет до завершения до 20 часов 9 августа текущего года. Попытка одна. Время выполнения ограничивается 60 минутами. То есть, если вы идете за 60 минут, у вас тест автоматически закроется программой. Поэтому прошу обратить внимание, поскольку на выполнение дается 60 минут, то зайти в этот тест желательно не позднее, чем за 1,5 часа до его завершения основного итогового времени. Да? То есть получается, если доступ в систему закроется в 8 вечера в 20:00 9 августа, то зайти к решению теста лучше не позднее половины 7. Потому что если останется меньше часа до завершения, то после 19 часов программа вас сама уже фактически не пустит, потому что не останется того резервного времени, которое отводится на выполнение задания. То есть постараться выполнить раньше. По реферату сроки точно такие же. Дается одна попытка для входа в систему. Но после того, как вы ее загрузили, вы можете пересмотреть. Вдруг вы увидели, что вам в тексте где-то вы нашли ошибки или что-то не полностью как-то там вот отображается у вас формат. Вы можете перезакрепить документ. То есть пока не истекло вот это время, до 20 часов 9 августа, вы можете поменять свой документ в личном кабинете, то есть то, что вы там разместили. Желательный формат, конечно, это вордовский док или PDF, но, в принципе, размещать можете в любом формате, там ограничений у программы нет. Если у вас есть сомнения в том, что у вас достаточно большой объем получился у документов в плане веса в килобайтах,
в мегабайтах. Ну, там, если вы использовали крупные таблицы какие-то, какие-то фотографические материалы, необходимые для иллюстрированного текста, привели, у вас получился тяжелый документ. В этом случае в личном кабинете в разделе «Нормативные документы» есть инструкция по закреплению ответа и есть инструкция по размещению документа в Яндекс.Диске. При этом вы в предоставленном ответе можете только ссылку на этот Яндекс.Диск указать, и тоже экспертная комиссия сможет увидеть ваш документ, ну, вот таким опосредованным образом. И еще раз отмечу, размещаете вы один реферат, но заменить вы его можете сам текст несколько раз в указанный период времени, с 10 утра 7 августа до 8 вечера 9 августа. С технической точки зрения, до начала экзамена, поскольку вы зарегистрированы в системе, вам придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Обратите внимание, это не те же самые логины и пароли, которые вы загружаете в личный кабинет нашего вуза в приемную кампанию. Они разные, но для обоих форм экзамена логин и пароль тот же самый. То есть и для теста, и для реферата у вас одни и те же персональные данные. Как только вы первый раз заходите по этой ссылке, пожалуйста, разовый временный пароль поменяйте на свой, который знаете только вы. И рассылка будет осуществляться с указанной электронной почты, она автоматическая, пишет компьютер, поэтому отвечать на него не нужно, он не будет прочитан экспертами. Для контакта мы сейчас посмотрим, с какой почтой нужно иметь связь, если вдруг были какие-то технические проблемы. Соответственно, алгоритм работы здесь показан. Вы заходите в личный кабинет, выбираете закладку «Вступительные испытания», переходите по ссылке и вводите логин и пароль, который вам пришел на почту, который вы поменяете уже на свой собственный. Как только вы нажмете «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Еще раз 60 минут на выполнение 25 тестовых вопросов. Порядок выполнения тестов и прикрепления реферата здесь, в принципе, не имеет значения. Оба вступительных испытания вам нужно пройти в эти указанные 3 дня. Если вдруг в личном кабинете у вас назначены вступительные испытания, но на электронную почту вы до сих пор не получили письмо, пожалуйста, напишите на почту приемной комиссии с той темы, которая приведена здесь на слайде, указав в теме письма логин и пароль для прохождения вступительных испытаний и Иванов Иван Иванович. Полностью указывайте свою фамилию, имя, отчество, которое вы указывали при регистрации в личном кабинете приемной комиссии. Если у вас будут вопросы в ходе подготовки к вступительным испытаниям, в ходе работы до того, как вы выполняете реферат, у вас что-то непонятно за пределами программы, вы можете задать вопрос либо по электронной почте g.gelmanova@mail.ru, либо по номеру WhatsApp 8 917 774 94 34. Вступительные испытания еще раз назначены по расписанию с 7 по 9 июля. Желаем вам успешно их пройти и встретимся на естественно-географическом факультете. Всего вам доброго, благодарим за выбор нашего университета. Всего доброго!